Это новости спорта на Якутия-24. В студии Полина Долинская. На пост нового главы Министерства спорта назначен президент Федерации международного студенчества Олег Матыцин. Также в качестве возможных преемников Колобкова называли еще президента Единой лиги ВТБ Сергея Кущенко и руководителя департамента спорта Москвы Алексея Кондранцева. Но в итоге Матыцин и получил министерский портфель. Новый министр спорта расценивает назначение на должность в правительстве как огромную честь. Прежде всего, огромная честь быть членом правительства в такое непростое время и быть ответственным за выполнение послания президента Российской Федерации. Я очень горжусь работать в такой профессиональной команде и надеюсь, что мой опыт и знания позволят осуществить ту работу, которая ожидает правительство и страна. Люди не только в мировом спорте, но и самое главное для здоровья, физических способностей наших граждан, прокомментировал свое назначение Матыцин. Московский ЦСКА обыграл хоккейный клуб Санкт-Петербурга «СКА» в домашнем матче регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счетом 3-2. В составе победителей шайбы забросили Сергей Толчинский на 39-й и 43-й минуте встречи и Константин Окулов. У «СКА» свою дебютную шайбу забросил 18-летний форвард Василий Подколзин. Также отличился Максим Карпов. ЦСКА лидирует в западной конференции КХЛ, набрав 76 очков после 50 игр. «СКА» находится на второй позиции, имея на своем счету 69 очков после 50 матчей. В следующем матче 23 января ЦСКА в гостях сыграет с Ярославским «Локомотивом». В тот же день «СКА» дома встретится с казахстанским «Борисом». Продолжаем обзор новостей хоккея. В этом же чемпионате континентальной хоккейной лиги, но уже в гостевом матче, казанский «Ак Барс» одержал победу над московским «Динамо». Встреча завершилась со счетом 2-0. Заброшенными шайбами со стороны казанцев отметились Станислав Галиев и Кирилл Петров. В турнирной таблице Восточной конференции «Ак Барс» занимает первое место, набрав 70 очков. «Динамо» на западе с 65 очками идет третьими. В следующем матче «Ак Барс» примет уфимский «Салават Юлаев». «Динамо» на своем льду встретится с подольским «Витязем». Обе игры состоятся 23 января. Российский клуб «Нижний Новгород» в гостях проиграл чешскому «Нимбургу» в матче 12-го тура группового этапа баскетбольной лиги чемпионата со счетом 72-76. Самым результативным игроком встречи стал баскетболист российской команды Майкл Дженкинс, в активе которого 25 очков. В турнирной таблице группы «С» Нижний Новгород занимает третье место, одержав 7 побед и потерпев 5 поражений. «Нимбург» идет на первой строчке с результатами в 10 побед и 2 поражениями. В 13-м туре Нижний Новгород дома сыграет с турецким «Газиантепом» 29 января. Соревновательная часть чемпионата Европы по фигурному катанию стартует 22 января в австрийском Граце. Сборная России будет представлять на турнире по 3 участника в каждой дисциплине. Состав российской команды был определен по результатам чемпионата страны, который прошел в конце декабря прошлого года в Красноярске. В одиночном женском катании Россию будут представлять лучшие фигуристки нынешнего сезона. Это Анна Щербакова и Александра Трусова, а также Алена Косторная. В мужском одиночном выступят Дмитрий Алиев, Александр Самарин и Артур Даниэлян. В соревнованиях спортивных пар в составе сборной России выступят Александра Байкова и Дмитрий Козловский, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Дарья Павлюченко и Денис Хадыкин. В дисциплине танцы на льду это Виктория Синицына и Никита Коцалапов, Александра Степанова и Иван Букин, а также Тиффани Загорский и Джонатан Гурейра. В первый соревновательный день мужчины выступят с короткой программой, после них на лед выйдут спортивные пары. 23 января с короткими программами выступят танцевальные дуэты, мужчины покажут произвольную программу. И в заключительный день, 25 января, соревнований медали разыграют танцевальные дуэты и девушки. В Якутске стартовало первенство республики по стрельбе из лука. Состязания собрали юных лучников из 16 районов. На торжественном открытии соревнований в спортивном комплексе Дахсун находится Саргалана Федорова. Саргалана, расскажи, чего ждать от нынешнего первенства? Полина, приветствую. Состязания в меткости собрали более 120 юных спортсменов. Борьба за лидерство проходит в 2 возрастных категориях среди девушек и юношей. Они соревнуются с классическим и блочным луком, стреляют поодиночке и командой.
Среди участников есть призеры всероссийских соревнований, кандидаты в мастера спорта. Сейчас с утра идут квалификационные раунды. Пока лидирует спортсмен из Сунтарского района Ким Родион. Он недавно выполнил норматив мастера спорта во время всероссийских соревнований, которые прошли в Рязани. И мы поговорили с Родионом, он рассказал нам о своих результатах. Я сейчас в 11 классе, и это мои последние соревнования. То есть я должен был лететь в город Орел, но потому как у меня ЕГЭ, я не полечу в составе сборной. Недавно, месяц назад, выполнил норматив мастера спорта и занял 2-е место в Рязани. Участники делают, каждый участник делает по 60 выстрелов, расстояние до мишени 18 метров. Сейчас самая многочисленная команда прибыла из Хангаласского района. И о том, как идут соревнования и какая подготовка у спортсменов, нам рассказал главный судья Нургустан Федотов. Закончился первый круг. Сегодня у нас стреляют юноши 2003-2006 года рождения. Это по 2 дивизионам: классический лук и блочный лук. Но это первенство у нас проходит каждую зиму. Зимнее первенство в помещении. Оно у нас открывает ребятам возможность выступить на первенстве России уже. Отмечу, что соревнования отборочные. Лучшие лучники войдут в состав сборной Якутии для участия в первенстве России, которое пройдет в феврале в городе Орел. Полина. Большое спасибо, Саргалана. А я напоминаю, что с нами на связи была наш корреспондент Саргалана Федорова. На этом у меня все. Будьте в курсе событий спорта на Якутия 24.